Цветы к памятной доске Гани Сайфиуллина сегодня несли все. Руководство республики, члены правительства, депутаты, военные, казанцы, земляки. В этом доме на улице Адамюка генерал-лейтенант жил с 60-х годов до последних дней. На фронтах Великой Отечественной войны Гани Сайфиуллин проявил себя гениальным и опытным командиром. Командуя 38-й стрелковой дивизией, он принимал участие в одном из самых кровопролитных сражений в разгроме немецких войск под Сталинградом. Ему было чуть больше 20 лет, когда попал в Красную армию, и 30, когда началась Великая Отечественная война. 42-й год Гани Сайфиуллин встретил в звании полковника и тогда же возглавил уже легендарную 38-ю стрелковую дивизию. В кровопролитных боях с недостатком боеприпасов и окруженные Волгой они не сдали ни метра города. Наши все же военачальники, вот такие как Гани Бекинович, они совершили чудеса мужества и героизма, совершили чудеса мастерства полководческого таланта. Это поистине настоящий полководец, поистине настоящий полководец Великой Отечественной войны. К слову, уникален и сам дом, в котором жили не один, а сразу два наших героя. Федор Михайлович Красавин, освобождавший Освенцим, и Гани Бекинович Сайфиуллин, взявший в плен первого немецкого генерала под Сталинградом. Именно сайфиуллинцы, как себя называли солдаты и офицеры соединения, разгромили 371-ю пехотную дивизию вермахта, захватили в плен генерала фон Дребера. После в плен Красной армии сдались еще 23 немецких генерала. А дивизия Гани Сайфиуллина получила звание гвардейской, сам командир звание генерал-майора и орден Суворова. Для начала, конечно, была большая работа проведена по изучению материала. Много интересного узнал сам для себя. Скульптор Артур Давыдов изобразил Гани Сайфиуллина уже в послевоенные годы. Надпись «Сталинградская битва» напоминает о его главных боях, хотя была и Курская дуга, и форсирование Днепра, за которое генерал Сайфиуллин получил звание Героя Советского Союза. Но сам герой говорить о войне не любил. Он любил жизнь, вспоминает его внучка. Слезами на глазах даже, когда вот он нас с отцом видел, мы встречались, у него всегда слезы были на глазах. Поэтому я рассуждаю, что он был очень добрым, хотя был таким героем. В 57-м, выйдя в запас, Гани Сайфиуллин жил и работал в Казани. В октябре 67-го именно он нес вечный огонь, чтобы зажечь его у мемориала в парке Горького. Сегодня именем героя названа одна из улиц Казани. В деревне Иске-Кишит Арского района, в доме, в котором родился и вырос генерал, открыт музей. Татарстанский кадетский корпус ПФО в Нижнекамске также носит имя героя. Рамиль Шайдуллин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань.